Что обозначает слово «монах», где находятся списки Казанской иконы и почему женщины уходят в монастырь. Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». В жизни женщин, да и мужчин, иногда в силу сложившихся обстоятельств возникает момент, когда то, что было важным в жизни, утрачивает свою ценность. Возникает необходимость каким-либо образом заполнить образовавшуюся пустоту. Некоторые ударяются в работу, другие начинают заниматься ранее непривычным видом деятельности. Есть и те, кто идут по собственной воле в монастырь. Приходской храм – это лечебница на земле, лечебница. А вот монастырь – это уже кусочек неба на земле. Это уже, как бы можно выразиться, небесный филиал неба на земле. И силы здесь другие, намного мощнее. Поэтому очень многие, кто приезжает в монастырь, вот знаем по нашему опыту, даже недолго побудут, что там помогут, что там сделают. Чисто так, бывает даже символически, камень с места на место перенес, и все, люди отсюда уезжают другими. Не было ни разу случая, чтобы кто сказал, что не было перемен. Всегда была какая-то перемена в лучшую сторону, даже без особых великих подвигов, только за то, что человек побывал в монастыре, пожил, потрудился. Это очень сильные вещи, очень сильные. При слове «монастырь» первое, что приходит на ум – каменная келья, угрюмые лица, постоянные молитвы, а также полнейшее отрешение от мира. Наводит это и на мысль о личной трагедии человека, которая лишила его смысла жизни. Так ли это? Причины прихода разные. Но вот как святые отцы учат, что в монастырь не уходит от чего-то. В монастырь надо прийти к кому-то, к Богу. Причина ухода в монастырь должна быть приход к Богу. А не потому, что там где-то что-то мне не нравится, там мне плохо, там не обидели, а пойду-ка я в монастырь. Там все хорошо, там все вместе, коры поют, красивые хоромы, и я там буду хорошо жить. Некоторые вообще думают, пришел, одел костюмчик, четочки перебираю и все. Если рассмотреть толкование слова «монах», то оно означает «одиноко живущего человека». Однако подобное определение не указывает на истинный смысл данного понятия. Ведь одиноких людей достаточно много, а монахов нет. В этом слове заключено нечто большее, чем человеческое одиночество. Что такое монашеский образ жизни, что такое вообще монашество? В церковном каноне написано, что монах – это живая жертва Богу на жертвеннике Господнем. То есть у нас есть во время литургии просфора, мы приносим жертву, да, на просфоре, на жертвеннике и так далее. Да? Там вино, которое потом преобразуется в кровь Христову. А монах – это живая жертва, то же самое вот на таком же жертвеннике, только это в духовном плане. Монахи – ангелы во плоти. Почему называют ангелы во плоти? Потому что действительно монашество – это ангельский чин. И если человек постригся в монашество, то он уже не человек, он действительно ангел во плоти. Меняется все. Меняется личность. Даже состав тела меняется. Судьба меняется, все меняется. Монастырь – это дом для монахов. Их семья, квартира и крепость. Это крошечный город со своим бытом и уставом. Это поселение, где все объединены одним – жизнью ради Бога и непрестанной памятью о Нем. Это обитель, в которой монахи, не отрицая современные государственные законы, живут ради законов духовных. Монастырь создается по церковному канону, когда есть 3 желающих создать монастырь, вот 3 человек есть, уже официально по церковному канону можно открывать монастырь. Но, это если насельников столько, но должно быть жилье обязательно, должен быть обязательно храм уже какой-то, допустим, или рядом с храмом где-то, чтобы там молились, они просто там среди поля как-то захотели, вдруг и все. И кусок земли или еще что-нибудь такое наподобие, чтобы для пропитания, чтобы было обеспечено автономным, скажем так, пропитанием, автономное жизнеобеспечение, чтобы было максимально, насколько это возможно.
Порядок жизни, иными словами устав, у каждого монастыря может быть свой. В каких-то обителях он строже, в каких-то мягче. В рамках одного монастыря разные монахи ведут разного уровня молитвенную и аскетическую жизнь. Каждый по силам, каждый по призванию. В монастыре практически все круглосуточное богослужение должно проходить, весь цикл богослужений, плюс послушание, естественно, ну и сон и так далее. Но в среднем, так если вот приблизительно распределить, 24 часа в сутки, да, 8 часов, к примеру, это сон и личное время, да, там какое-то, 8 часов это, к примеру, молитва, 8 часов послушание. Вот приблизительно так. Это зависит от обители, от ее условий, в каких условиях она оказывалась в данный момент. Бывает, что молитва сокращается, а больше на послушание какие-то моменты. Бывает экстренно, что-то нужно сделать. Бывает, что наоборот, ничего экстренного нет, а дополнительно молитву могут дать. Это регулируется конкретно по ходу жизни. При всей той разнице, которая возможна в устроениях монастырского бытия, все обители объединены одним. Центральное место в распорядке дня и жизни монахов занимает молитва и богослужение. В монастырях, в отличие от немонастырских, приходских храмах, проводится полный суточный круг богослужений, да и сами службы идут дольше. Сейчас в Башкирии состояние монашества можно признать нормальным для этого этапа развития. Потому что, по большому счету, монашество в Башкирии началось, это где-то конец 90-х годов. Первый монастырь был, зародыш первого монастыря был, сестричество, община была при Крестовоздвиженском храме. Это было еще в 94 году. И все остальное практически почти все. Основная часть монастырей женских в данном случае, они пошли именно от этого. Или, допустим, насельницы бывшие тоже от этого. Большинство монастырей наших именно вышли отсюда. Корень наш уже, прародитель монастырь. И сейчас, помимо тех монастырей, которые существуют, о которых все знают, есть сестричества, которые тоже уже готовы вырасти в новые монастыри. Потому что каждое сестричество и вообще каждый монастырь – это как отдельная личность. Собираются люди, близкие по духу. Нередко случается так, что люди, приходящие в монастырь, бывают шокированы разницей, которая существует между реальностью и их представлениями об этом месте. В монастыре своим чередом идет жизнь. Конечно, она сильно отличается от светской, но при этом не настолько скучная и однообразная, как это можно было бы предположить. Здесь каждый человек, помимо молитв, занимается каким-либо делом и не обделен общением. Кто хочет где спасать свою душу, мест много. Можно пройти и по монастырям, которые есть у нас, и по сестричествам. И где кто близких по духу найдет, там и остановиться. Одно хочу вас всех предупредить. Не смотрите на какие-то временные бытовые неурядицы. Это все легко устраняется, особенно в наше время сейчас. И не ждите, пока за вас кто-то сделает, а вы придете на готовое. Это ваша потеря будет, потому что тот, кто участвует в строительстве монастыря, тот, кто переносит самое тяжелое и трудное, тот попадает в чин создателей обители сия или храма сего. И тогда храм и обитель молятся за таких людей столько, сколько существует. Это очень великая Божья благодать и великое покровительство от Господа для всех тех, кто участвовал в этом деле благородном, и всех его родственников, кто, может быть, в чем-то помогал ему. Так что Господь дает всем спастись. И это время этих монастырей, которые сейчас возникают у нас, это тоже всегда, начало всегда тяжело, всегда трудно. И кто эти тяжести перенесет, тот и получит венцы. Кто успеет ухватить, так сказать. Потому что благодать Божия и венцы даются не за то, что все хорошо, легко и просто, а за то, что трудности пережили, за какие-то серьезные деяния. Монастыри могут иметь, по сути, самые разные внешние признаки – архитектуру и формы, но всех их объединяет одно – это место, где собираются люди, душой оставившие мир.
оставившие в миру все – вещи, привязанности, земные притязания, оставившие там тех самих себя и обретя тем самым себя новых. Хочется обратиться к тем, кто подумывал о монашестве. Дорогие братья и сестры, святые отцы пишут, что если человеку хоть иногда, когда-то, давно, якобы мельком и якобы невзначай приходила мысль о монашестве, то это уже великий дар Божий, только мысль. А монашество уже великий дар Божий для всего рода. Ведь монах вымаливает весь свой род 14 колен. 7 поколений назад, 7 поколений вперед, тех, кто еще не родился, и тех, кто живет сейчас с ним. Подумайте, сейчас, к сожалению, в монастыри идут мало. Вот, говорят, здоровья нет, вот условий нет. Сейчас и условия в монастырях есть. А здоровья у нас никогда не будет, потому что падший человек здоровым быть не может, особенно в наше время. Поэтому ждать, когда появится здоровье в монастыре появляется. Потому что дается другая жизнь, другая сила, человек меняется, все меняется в жизни. И меняется в жизни всех его родных и близких, кто там остался в миру. А чтобы монах мог использовать ту благодать великую, которую во время пострига дает ему Господь, потому что благодать только Господь дает, и ту силу, чтобы все это выдержать, дает только Господь, без этой помощи невозможно, поэтому и во время пострига все обеты даются с коротким ответом «Ей, Богу содействующую». То есть «да» только при помощи, при содействии Бога. Да, я обещаю это делать, но только при помощи Божьей. И это правильно. На протяжении всей истории православной церкви выбор монашеского пути был делом осознанным и серьезным, и во все времена его уважали. Для чего тут монастырь? Чтобы Богу уподобиться. Это главная цель жизни вообще любого человека. Господь Иисус Христос нас призывал к чему? Будьте совершенны, как Отец наш Небесный. И человек не просто так создан по образу и подобию Божьему. Ему дано все для того, чтобы обожиться. А для этого все условия созданы в монастыре. Потому что если человек находится в миру, который, как мы знаем по всем учениям православной церкви, лежит во зле, среди вот этого зла, среди атмосферы зла, ему очень трудно устоять. Все равно заражается и творит такое же зло. А в монастыре все ограничения, которые нам кажутся странными, пост, безбрачие, обет, что это никакое имущество, ни денег, ничего не должен иметь. Значит, и полное послушание, самое главное, подчиненность. И молитва, конечно. Но вот это все, и пост, и молитва, и безбрачие, и послушание – это всего лишь средства к достижению главной цели – обожения. Будьте как боги. Это наше назначение. Это назначение любого человека на земле, независимо от его национальности, от его вероисповедания. Но человеку дарована свобода выбора, и каждый выбирает то, что он считает нужным, то, что он хочет. Насильственно Господь себе никого не тащит. Ему нужны добровольные, надежные люди, чада, дети его. Монах, по разъяснениям православной церкви, тот, кто призван постоянно творить добрые дела, хранить себя от греховных впечатлений и мыслей, неуклонно идя по пути служения Богу. Это воин Царя Небесного, находящийся на передовой, которому нельзя отступать или уходить с поля боя, ведь позади Бог. 4 ноября Православная Церковь отмечает праздник в честь Казанской иконы Богородицы. День Казанской иконы Божией Матери празднуется дважды в год. Летом 21 июля в память явления иконы в Казани и 4 ноября в благодарность за избавление Москвы и всея Руси от польских интервентов. История Казанской иконы Божией Матери начинается с XVI века. После того, как царь Иоанн Грозный захватывает Казань, туда проникают первые христиане, и население этого самого города состояло большинство из мусульман, которые к христианам относятся довольно подозрительно. И через несколько лет город оказывается полностью сожженным и пострадал от большого пожара.
и находился весь в пепелищах. Одной из девочек этого города является Пресвятая Богородица, говоря о том, что ее образ покоится в одном из пепелищ. Девочка обращается к своей матери, та просит священников, которые появляются здесь еще в небольшом количестве, найти этот образ. Но все с недоверием относятся к словам 9-летней девочки, и поэтому далеко не сразу идут на поиски этого образа. Тем не менее, после настойчивых просьб все-таки он был найден. И найден, когда лишь сама девочка Матрона стала раскапывать то место, где и лежала эта икона. Икона была с радостью воспринята находящимися здесь людьми, и на ее месте по повелению царя был позже построен Богородицкий женский монастырь, где эта икона и была размещена. Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей земли русской, что подтверждается многими историческими фактами. Дальнейшая история этой иконы связана и с различными бедами, которые постигали Русь в различные годы. Это и смутное время, когда патриарх, будущий патриарх Ирмоген, тогда еще епископ Казанский, преодолевая смуты, которые происходили и от внешних врагов, от польских аристократов, которые пытались завладеть российским престолом, и внутренние междоусобицы между боярскими кланами, между беглыми казаками и просто бандитами, которые хоть и называли себя христианами, оставались таковыми лишь формально. Будущий патриарх Ирмоген с этой иконой обращался и ходил крестным ходом для того, чтобы преодолеть все то, что изнутри разлагало нашу Родину, Святую Русь. Обстановка накалилась максимально сильно, примерно к 1610 году, когда князь Дмитрий Пожарский и Косьма Минин стоят во главе ополчения и также, обращаясь за помощью к Пресвятой Богородице, к ее образу казанскому, идут своим войском для того, чтобы освобождать Русь от засилия беспорядков, которые царили в это время. В Великой Отечественной войне 1812 года также генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов молится перед этой иконой, выступая на войну, которую одерживает с победой. Икона Божией Матери Казанской через многие скорби истории нашей Родины проходит и выводит наш народ победителем из этих скорбей. Издревле православные люди молились ей, просили помощи и поддержки в самые тяжелые времена для России. К сожалению, образ был утрачен. И лишь в 2004 году из Ватикана был привезен послами от Папы Римского для того, чтобы показать, что у них давно находится эта неизвестная икона. И это действительно была казанская икона Божией Матери. Это был не подлинник. Подлинник безвозвратно утрачен. По некоторым свидетельствам, икона-подлинник была похищена из Казанского монастыря. Ради денег была сожжена, риза с нее снята и продана за какие-то определенные деньги. А сам же лик, который намного бесценен, чем оклад, ради которого она была похищена, был, вероятнее всего, сожжен. Но с 2004 года этот образ вновь привезен к нам, на Русь, и помещен в Крестовоздвиженском храме, который принадлежал бывшему этому Богородицкому монастырю. И до сегодняшнего дня один из древнейших списков Казанской иконы Божией Матери находится там. Казанская икона Божьей Матери – одна из самых чтимых в России. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. В Башкортостанской митрополии почитаются две иконы Божьей Матери. Это Табынская и Богородско-Уфимская, которые являются прототипом Казанской иконы. Табынская икона Пресвятой Богородицы является списком, точной копией Казанской иконы Божьей Матери, но с более темным ликом.
Испокон веков она славится своей чудотворной силой. Именно этот образ Богородицы исцелял целые поселения, где свирепствовала чума и помогал многим просящим. Во многих местах России можно услышать далекие воспоминания, а порой и легендарные сказания об этой святыне. Богородско-Уфимская икона Божией Матери тоже является копией Казанской, но с более темным ликом. Время обретения чудотворной иконы относится к началу XVII века, времени, когда на территории современной Башкирии образовывались первые православные поселения. В памяти народной сохранилось много чудодейственных случаев, связанных с прославлением чудотворной Богородской иконы Божией Матери и ее заступничеством. Список Богородско-Уфимской иконы находится в Инорсе на улице Ферина в храме, названном в честь чудотворной иконы. Не случайно 4 ноября, в День памяти Казанской иконы Божией Матери, мы отмечаем День народного единства. Ведь действительно на протяжении веков Матерь Божия уберегает наш народ, призывает к единству. Только вместе мы и можем быть гражданами нашей страны, стремиться к процветанию нашей Родины, помогая друг другу и руководствоваться именно христианскими ценностями на пути нашей жизни. – 8 ноября православные христиане празднуют День памяти великомученика Димитрия Солунского, одного из наиболее почитаемых православных святых, который имеет от Бога благодать покровительства христолюбивым воинам. Димитриевская родительская суббота совершается в ближайший субботний день к 8 ноября по новому стилю. 8 ноября – День памяти великомученика Димитрия Солунского. И связана эта родительская суббота с событиями, которые происходили при великом князе Дмитрии Донском. В связи с победой его, со сражением, хоть она и принесла победу на Куликовом поле, но много воинов осталось там убиенными, в страданиях и ранах закончили свою жизнь. Первоначально это празднование совершалось лишь в Троице-Сергиевой лавре, куда великий князь Дмитрий Донской возвращается после победы к преподобному Сергию, который прежде благословил его на ратный подвиг и отправил с ним 2 иноков своего монастыря, Александра Пересвета и Андрея Ослябия, которые также легли на поле брани усопшими. Их тела были с честью погребены, и это поминовение усопших касалось только тех самых воинов, которые пали в ту битву. Но позже это поминовение становится ежегодным, а потом со временем распространяется на всю русскую православную церковь. И до сих пор мы ежегодно помним о том подвиге, который был совершен войсками великого князя Дмитрия Донского. И ежегодно вспоминаем всех воинов от века усопших, от века павших на поле брани. Но, конечно, каждый христианин сегодня молится и о усопших воинах, и не может не вспомнить и своих близких, родителей, отцов, прадедов, всех тех, кто когда-то молился Христу, Богу, о себе и о своих детях и о своей родине. В православной традиции сохранился обычай в этот день просить об исцелении и помощи тяжело больным. В этот день верующие молятся о помощи военнослужащим. Матери и жены обращаются к святому, чтобы тот защитил их близких от смерти и уберег во время боевых действий. Просят мученика Дмитрия о терпении, мужестве и исполнении долга и укреплению истинной веры.